Здравствуйте, с вами проект «Крупным планом». О целевой подготовке и получении образования в центральных вузах поговорим сегодня. У нас в гостях Михаил Юрьевич Присяжный, первый заместитель министра образования Якутии. Здравствуйте. Добрый день, Алексей. Михаил Юрьевич, подскажите, пожалуйста, вот бытует такое мнение, что целевая подготовка специалистов в центральных вузах сегодня уже никому не нужна. Ваше мнение на этот счет? Это достаточно узкое мнение, наверное, да? Дело в том, что целевая подготовка, она сейчас, можно сказать, переживает новую жизнь, новое дыхание получила, поскольку если раньше это была практика нескольких субъектов Российской Федерации, и мы гордимся, что Республика Саха-Якутия много лет тому назад, уже 27 лет тому назад, создала свою уникальную систему такой подготовки. Целевая подготовка у нас, она заключается не только в целевом приеме, многие так понимают. Просто для целевого приема она сейчас, наверное, малоэффективна. Потому что все подступают через инструмент единого государственного экзамена. Есть возможность поступить, не выезжая из дома, да, куда ты хочешь. Но сейчас целевая подготовка на федеральном уровне, она понимается как подготовка, в которой все участники имеют свои сферы ответственности. То есть тот, кто поступает на это обучение, он несет ответственность, что должен потом отработать, по тому, как получит образование. Тот, кто является заказчиком, предприятие, организация, тоже несет ответственность. То есть должны будут вернуть деньги, потраченные на обучение того или иного гражданина Российской Федерации, если не предоставят рабочее место. Ну и, естественно, министерство той или иной отраслевой, оно тоже снесет свою сферу ответственности. Поэтому вот с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в закон о целевой подготовке и в закон об образовании в Российской Федерации, который как раз вот регламентирует вот эту большую ответственность и большее, соответственно, значение целевой подготовки. А каких специалистов вы обучаете за пределами республики? История была разная у целевой подготовки. Все-таки можно сказать, что в начале целевая подготовка, она больше ориентировалась только на запросы самих людей, запросы общества. И республика действительно вот в середине 90-х годов, особенно в конце 90-х годов, создавала условия, завершая переговорный процесс с вузами, ведущими вузами Российской Федерации. Сейчас мы ведем подготовку от того, кого мы сможем обеспечить рабочим местом. Несколько другой акцент. И поэтому около 40% наших целевиков – это технические специальности. Инженеры, примерно 30% – это у нас сфера здравоохранения, медицинские специальности в целом, в том числе и инженерные, кстати говоря, которые связаны с обслуживанием высокотехнологичного оборудования. Ну и 3 блока, примерно до 10% – это у нас науки об обществе, как мы говорим, общественные специальности, это образование. И это, значит, специальности, связанные с экономическим, юридическим профилем. Михаил Юрьевич, сегодня на первый план выходят профессии, о которых вчера еще никто не знал. Вот как студентам, абитуриентам планировать работу на 5 лет вперед? Вот как выбирать специальность? Выбор специальности, он никогда не был простым делом. Сейчас тем более, поскольку действительно, как заявила федеральный министр Ольга Юрьевна Васильева, да, около 100 специальностей она назвала в этом году в своем официальном интервью перед началом нового учебного года, те, которые, скорее всего, будут уже уходить, по ним больше не будут обучать. И действительно важно родителям, детям, абитуриентам сориентироваться. И для этого есть, ну, конечно, мировые тенденции можно смотреть, но можно смотреть официальные документы Российской Федерации, принятые, например, Министерством труда и социального развития Российской Федерации. Это утвержденный перечень специальностей и профессий. Это как для высшего образования, так и для программ среднепрофессионального образования. Для республики мы тоже определились. То есть у нас мы примерно понимаем, в Республике Саха-Якутия и в целом Дальневосточном федеральном округе, какие специальности будут востребованы на ближайшие десятилетия. Мы определили так называемый топ-100 специальностей. Вот я бы посоветовал посмотреть на наш сайт Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, где этот перечень есть. Второй момент практически, который я бы хотел подсказать, это, наверное, все-таки ориентироваться на ту часть подготовки вузовской или программ среднепрофессионального образования, которая вот, сильно взаимодействует с работодателями, с предприятиями. Это в основном магистерские программы. Магистерские программы, они в принципе создаются в сотрудничестве с предприятиями, с организациями. Это всего двухгодичная подготовка, то есть они очень быстро меняются. Поэтому сейчас ведущие вузы
например, они до 60 и более процентов всех мест, всех контрольных цифр приема начинают получать по магистерским программам. Вот я бы посоветовал эти программы в первую очередь выбирать, потому что они явно нацелены минимум на 10-15 лет продуктивной работы. А вот в какие центральные вузы вы советуете поступать выпускникам? Ну, вообще те вузы, которые являются нашими партнерами, а их у нас, на самом деле, конечно, мы сегодня говорим о центровузах, но и на территории республики тоже есть федеральные вузы, которые являются тоже очень сильными, и в которых тоже примерно половина наших детей на данный момент учится. Это гораздо больше, чем было, например, в 90-е годы или там в начале 2000-х лет. Это, конечно, и федеральный университет наш, Северо-Восточный федеральный, и сельхозакадемия, и Черепчинский институт физической культуры и спорта, и Арктический государственный институт культуры и искусств. Но всего 133 вуза-партнера на данный момент из разных сфер деятельности. Ну, наверное, нужно советовать, чтобы ваши знания соответствовали ваши пожелания. Но вот я буквально недавно вернулся из Новосибирска, только-только начался учебный год и встречался с ребятами разных курсов, нашими земляками. Например, Новосибирский государственный технический университет. На первый курс поступило 129 выпускников школ республики. Всего учатся примерно 500 человек. Представьте себе. То есть на самом деле советы и рекомендации, они определяются востребованностью того или иного вуза у детей. А вот куда следует обращаться абитуриентам, чтобы поступить в центральные вузы? Дело в том, что уже целый ряд лет, порядка, наверное, 5-7 лет в Российской Федерации, мне кажется, очень удачно организованы приемные комиссии. Это не связано только с режимом поступления через ЕГЭ, а прежде всего связано с тем, что контрольные цифры приема, они известны заранее. То есть примерно за 1,5 года до начала приемных экзаменов и вступительных испытаний на тот или иной вуз уже известны контрольные цифры приема. И, как правило, до 1 октября каждый год вузы на своих сайтах уже публикуют правила приема на следующий учебный год. То есть сейчас уже все известно, что будет в 2020-2021 учебном году предложено выпускникам школ. Поэтому прежде всего основной источник – это сайты вузов, где все прописано, все особенности, все правила приема, включая в том числе и возможность получения дополнительных баллов за свой портфолио, условно говоря, за успехи в олимпиадах, каких-то еще мероприятиях, которые влияют, в том числе, например, и сдача норматива ГТО, ряд вузов принимает это в качестве показателя. Ну и, конечно же, обращаться к нам, это Министерство образования и науки, у нас отдел науки и высшего образования, где мы сможем дать рекомендации. При этом рекомендации даем мы также и привлекаем своих коллег, представителей приемных комиссий всех вузов Российской Федерации, от которых мы были названы. Кстати говоря, у нас есть и представители во многих городах. А вот кто может гарантировать, что после обучения в центральном вузе молодой специалист получит работу в Якутии? Ну вот как раз я говорил, что изменения в федеральном законодательстве, они как раз таки направлены на большие гарантии. Вот мы столкнулись с этим последние 2-3 года, когда ребята, выпускники школ республики, имеющие очень хорошие баллы, например, по 3 экзаменам, там 200 и более, которые могут поступить самостоятельно на бюджетные места, они тем не менее приходят к нам и хотят стать целевиками. Общаемся, говорим, что сам поступай, ты же пройдешь по конкурсу, ты лучше многих абитуриентов, которые поступают, ну даже в тот же МГТУ Баумана, например, или в МИСИС. Но ребята есть настойчивые, они пока их единицы, но они, тем не менее, это, возможно, превратится скоро в тенденцию. Они говорят, что хотим быть уверены в будущем месте работы. Поэтому сейчас главным, конечно, фактором это является тот договор, который формируется при зачислении в вуз, где есть понимание, на какую образовательную ты программу поступаешь, какого вуза и с кем данный вуз работает. Потому что образовательная программа это сейчас является совместным продуктом работодателя и образовательной организации. Производственные практики там прописаны. Там есть привлечение представителей данной отрасли и к преподаванию, и к итоговой аттестации. То есть это является гарантией. Ну и, конечно, гарантами целевиков в чистом виде, конечно, являются отраслевые министерства и ведомства. Это их прямая задача помочь, во-первых, найти хороших мотивированных ребят, сориентировать их на то, чтобы они пришли в эту отрасль, создать условия для прохождения производственной практики и последующее трудоустройство, закрепление на месте. Михаил Юрьевич, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. С вами был проект «Крупным планом». До новых встреч!